Более 20 лет функционирует Республиканский дом для инвалидов и пенсионеров. Дом рассчитан на 210 мест, но сейчас в нем проживают 150 пожилых людей. Екатерина Валуца попала в пансионат после конфликта с Приднестровьем. Обратившись в Министерство труда и социальной защиты, она получила место в пансионате, где и проживает по сегодняшний день. Когда начали стрелять, трупы все, и меня привели, позвали. Вызвали скорую, стало плохо мне судить. И это, как они в это время стреляли, это врачи вышел из скорой, и как стреляли, это вся сгорела та машина и врачи. Все, и мы кричали, и мне плохо. Я уже здесь живу 18 лет. Я очень довольна, что жизнь меня спасла. То, что я осталась без ничего. Среди постояльцев пансионата не только одинокие люди и пенсионеры. Сегодня здесь живут инвалиды, нетранспортабельные больные, за которыми требуется особый уход. У нас 65 человек, из них обычно все получают лечение, приходят, или мы ходим к ним домой. Второй этаж вы видели, там все пенсионеры наши более тяжелые. Раздаем нашим больным, инвалидам и престарелым. Вот на первый у нас супчик, борщик, жареная рыбка, котлетка, картошечка. Кто не может скушать, мы их кормим. С ложечкой обязательно. И поем через трубочку. В Республиканском доме для инвалидов и пенсионеров созданы все условия для нормального проживания. На первом этаже большая столовая, просторный актовый зал, комната для отдыха и небольшая церквушка. Постояльцы довольны и рады тому, что имеют хоть какую-то крышу над головой. Я смотрю в городе, как люди говорят, когда нечем топить, встают утром и думают, что кушать. А здесь, слава Богу, спасибо. Комфорт и качественное обслуживание – вот к чему стремится директор столичного приюта. Часть учреждения уже отремонтирована. Совсем скоро сюда поселят постояльцев. 10 комнат, которых у нас в данном случае после ремонта, чтобы мы делали зарплату. И дети за границей, у них хорошие заработки. Я хочу попробовать в качестве эксперимента, если мне позволит министерство, мы попробуем взять 10 комнат, 10 семей или 10, сколько получится, посмотреть, что получается из этого. Однако не все жильцы пансионата будут иметь возможность проживать в еврокомнатках с обновленными туалетами и с новой мебелью. Здесь будут жить богатые старички, дети которых в состоянии оплатить для них эти места, а их в Молдове уже немало.